Машдалца Хамсарнокуси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лила, и вы на канале Как-то так у Лилы. Держу шнур от своего микрофона в руках, потому что мой котенок мне не дает снимать. Уже 3-й или 4-й дубль снимаю. Вот и сейчас он видит, что это все шатается и хочет подпрыгнуть. Ну и такой балованный хулиган у нас, короче. Так, друзья, сегодня у меня будет небольшая, можно сказать, распаковка, или я покажу вам, что я покупаю, что я купила. Но прежде чем я что-то сейчас буду показывать или рассказывать, я хочу вас от всей души поблагодарить за ваши комментарии, за то, что вы так рады, что я снова с вами, что я снимаю, что я начала чаще снимать. Я буду стараться, я, в принципе, не люблю давать обещания и не выполнять их, но по ходу несколько раз их давала и не выполняла их. Огромное вам еще раз спасибо. И, друзья, я не успеваю, единственное, я не успеваю отвечать на комментарии, вы меня уж простите. Я решила так, по ходу, там есть какие-то вопросы, на которые нужно, конечно, обязательно ответить, я буду стараться на них отвечать. А так я буду ставить просто сердечко, чтобы вы знали, что я прочитала, что я в курсе того, что вы мне пишете. Огромное вам спасибо. Конечно, ваши комментарии помогают продвигаться моему каналу, и комментарии, и лайки, но просить я не буду. И, в принципе, может быть, в начале когда-то моей работы я просила, чтобы ставили лайки и подписывались. Сейчас я этого не делаю, потому что вы у меня и так самые лучшие мои подписчики. Надеюсь, у вас у всех все хорошо. У нас погода, в принципе, очень даже благоприятная, особенно для такого времени года. Видите, мой котенок шатает штатив. У нас так еще даже нет заморозков, нет мороза. Ну, прохладненько, но все равно солнечно и хорошо. Как раз у Мадины, я вам говорила в том ролике, что у Мадины идут строительные работы, должны заложить фундамент под ее дом. И как раз пока стоит погода, как Мадина сегодня говорила, у них осталось там на несколько дней только чего-то. Поэтому, надеюсь, они доделают свою работу, прежде чем будут заморозки, будут дожди. Ну вот как-то так. Сегодня я хочу показать вам свои покупочки. Уже 3-й дубль, поэтому я не знаю, друзья, говорила я в этом дубле или нет. Действительно, этот котенок мне не дает снимать. Покупки, которые я делала сидя дома. По идее, я не любила никогда покупки по интернет-магазину, потому что мне хочется все-таки посмотреть, пощупать, перевернуть и одежду, и это. Но в процессе моей работы, моей занятости, у меня не всегда получается поехать и купить то, что мне нужно. И, алхамдулилlah, в принципе, это хорошо, что появились такие вот группы в WhatsApp, друзья, которые объединяют нас, покупателей, каждый по-своему. У нас же тоже такая же группа заказчиков, которые мы рекомендуем, мы ищем себе рекламу, тоже даем рекламу, люди вступают, знают, видят, что мы делаем, мы скидываем свои заказы, мы там общаемся, иногда даем рецепты какие-то. Ну, вот такие группы есть и по-разному. Есть группы, где одежда, где ковры, где посуда, где... Сейчас еще появились группы, и это очень хорошо, мне так, по крайней мере, с моей точки зрения, где можно купить овощи, зелень, фрукты и все такое. Также можно мясо купить, также можно купить курочек, индеек. Короче, есть все во всех группах. И вот теперь сегодня я покажу то, что я купила. Конечно, все-таки, мне кажется, все равно по-любому лучше поехать посмотреть и выбрать самой. Но, тем не менее, это большая альтернатива тому, если ты не можешь этого сделать. Например, если даже я закупаюсь там на неделю или на 2 недели, если вдруг заказов больше, то по-любому мне нужно что-то покупать. Поэтому, опять-таки, у меня не всегда дома мальчики, которых можно послать в магазин. А чтобы мне самой пойти в магазин, я теряю время. Например, я за то время, что я пошла в магазин и пришла, я успею что-то приготовить. Магазин у меня не совсем рядом со мной. Ну, минут 10 мне нужно быстрым шагом идти в магазин. Если даже я быстрым шагом пойду, минут 10 мне нужно. Поэтому 10 туда, 10 обратно, 10 в магазине, и я, считайте, теряю полчаса. Поэтому так я могу по телефону заказать, мне доставляют по тарифу такси. Или даже вот иногда бывает, что вот утром я прошу сына, чтобы он меня отвез на рынок и привез обратно, а у него свои дела. Или он куда-то должен пойти, поехать. Или у меня
ну, он работает на государственной работе, а когда свободен, он еще подрабатывает таксистом. Вот у него какой-то заказ с вечера, а я утром решила на рынок ехать. Я не знаю, что у него. Я говорю, меня надо повезти на рынок. Ой, мама говорит, ты с вечера сказала, я уже ну, у меня забронировано, что я должен утром ехать. Поэтому, чтобы не ездить на такси, я уже с доставкой начала заказывать и овощи, и много чего. Короче говоря, друзья, все. Слишком много уже болтаю, можно сказать. Так, и сейчас я покажу, переверну камеру и покажу свои покупочки. Так, ну и вот. У меня заказ будет сегодня что? Сегодня четверг, по-моему, да? В воскресенье у меня заказ не свадебный. На сей раз, на этой неделе у нас нет свадебного заказа. Если, конечно, завтра или послезавтра чего-то не закажут. Но у меня есть другой заказ, тоже, ну, небольшой, конечно, по сравнению со свадебным. И мне нужна курочка. Курочек я, правда, еще не купила. Целых курочек мне нужно еще купить. Мне нужна была... Так, мне нужно сделать отбивные куриные, поэтому мне нужна грудка. И у меня еще котлеты по-киевски из курочки, ну тоже, сами знаете, что курочка. И мне Танзила, не знаю, я вот сейчас посмотрю, выгодно или нет, порекомендовала, что вот я обычно покупаю всегда кур и разделываю их сама на запчасти, на то, что мне нужно, и на фарш, и на стейки такие, да, отбивные. Но Танзила говорит, я купила себе 20 килограмм, ты будешь покупать? У тебя что же заказ? Я говорю, я не знаю, может, я курочек возьму. Она говорит, мне показалось, что, в принципе, выгодно вот так вот взять курочек. Ой, курочек, говорю. Вот так вот взять частями. Я говорю, ну, посмотрим, выгодно или нет. Сейчас хочу доску взять. Так, и показать, и посмотрим, друзья, вместе посмотрим, что же, выгодно ли это или не выгодно. Так, сейчас принесу. Так, ну, сейчас пока выложу, просто чтобы и вам было видно. Вот это тоже, можно сказать, по интернет-магазину, да? Позвонили, сказали, что нам нужно, и они нам прислали. Сейчас посмотрим. Так, значит, тут у меня куриная грудка. Куриной грудки здесь 10 килограмм. Но она на кости. Когда мне Танзила говорила, я думала, она без косточки. Но тут вот, как видите, есть косточка. Так, ну, грудки огромные, конечно. Это хорошо. Не маленькие. Так, 4. Ну, тут 10 килограмм я взвесила. Вот сколько грудок, я не знаю. Посмотрим. Потом я отделю от грудок и посмотрю, сколько она будет мне выходить. 3, 7, 8. 8 грудок. Так. Но я заказала только вот грудки. Другие запчасти мне были не нужны. Но сейчас покажу вам. Танзила от себя мне прислала вот такой вот пакет. Это, как видите, так, видно? Видно. Это уже окорочка. Конечно, поругала я ее, почему она потратилась. Но вот решила нас побаловать. Вот так вот. Вон. Ну, котенок. Так, ну этого котенка точно надо побить. Он мне точно мой шнур разорвет. Так. Теперь играется с другой кошкой. Так, значит, вот столько. Я ей говорю, я же не заказывала Танзила. Ну, заказ сделала для Танзила. Вот видите, играются вместе. Так. И крылышки она мне еще прислала. Я не знаю, здесь сколько килограмм. Вот такие вот крылышки. Сейчас все равно надо все это помыть, почистить, осмолить.
И, скорее всего, я их замариную. И пока в холодильник. Ну, даже не буду замораживать. Может быть, завтра буду нам готовить. Так, это уберем. И она сказала, что эта женщина прислала мне бесплатно бонусом потрошки. Сейчас посмотрим. Вот такие вот потрошки. Я у нее первый раз сегодня покупаю. И, наверное, она как первому покупателю сделала этот бонус. Вот. Сейчас посмотрим, сколько здесь килограмм, на интерес. Видите, тут и желудочки, и сердечки. Очень даже хорошие. И печень. Сейчас, ну-ка, давайте-ка взвесим на интерес. 3800. Вот. У нас килограмм этих потрошков стоит 100 рублей. Все вместе и по отдельности, если отдельно нужна печень. Так, ну-ка давайте вам покажу. Вот он. Вот он, наш хулиган. Кс-кс-кс-кс-кс. Видите, это наш новый жилец. Ну, такой балованный котенок. Это что-то, но очень ласковый. У него сейчас возраст как раз, видите, он теперь собирается играться с кошкой. Так, ну вот. А, нет, он... почуял мясо, да? Ты почуял мясо? Ну, давай беги отсюда. Я обычно, когда я начинаю чем-то заниматься, кошек, конечно, убираю на улицу. И закрываю дверь, чтобы они не заходили. Ну, пока оставила их. Вот так вот. Сейчас я быстренько все это разделаю и скажу вам, сколько килограмм у меня получилось мяса. Так, значит, вот в таком виде, как они есть, за это я не скажу, потому что я не знаю, это сколько стоит, я не спрашивала. А грудка стоила у нее 320 рублей, по-моему, она сказала. Да, 320 рублей грудка, килограмм. А вот эти я точно не могу сказать, надо будет спросить Танзилу. Про это я знаю, что 100 рублей стоит. У нас очень дешево, друзья, когда я вам показывала, что вот бюджетный вариант еды, когда-то у меня был ролик, мне сказали, что у них очень дорого. Вот единственное, что у нас пока недорого, вот эти вот, правда, вот у говядина, баранина, у них что внутренности, что мясо идет по одной цене. И мне кажется, это очень неправильно. Потому что всегда субпродукты были дешевле. А сейчас почему-то они вровень с мясом продают это дело. Так, ну все. И у меня еще есть покупки овощей. Я вам тоже еще покажу и овощи чуть позже. Так, ну вот все. Разделала, помыла, осмолила, тоже помыла. Все сделала. Как видите, да, грудки были очень хорошие. Но потом я сегодня не буду с ними ничего делать. Снимать вот эту вот мелкую. Да. Ну, короче говоря, что пойдет на отбивные, что пойдет на фарш. Отделила вот эти вот части от окорочков. Может быть, вдруг мне надо будет еще окорочка для фарша, поэтому отделила. Во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что вот именно у нее, только у нее на данный момент я у нас видела, чтобы это все продавалось вместе. Ну, вот это вот спиночка, да? Ну, умно подействовала, да, это ей выгоднее, потому что у нас вот эта вот спинка и ребрышки с шейкой продаются отдельно, вот на рынке, если я покупать, то по 50 рублей. Я их часто покупаю, потому что хоть даже нет зубов у мамы, но почему-то ей очень нравится вот именно вот эта вот часть курочки, вот эта вот спинка и вот эти ребрышки. Вот ей очень нравится вкус их, и крылышки она очень любит. Вот поэтому я часто покупаю ей именно вот эти вот отдельно для нее. Раньше покупала, сейчас, конечно, нет, сейчас, потому что у меня постоянно я работаю, постоянно у меня остаются эти части, и даже покупать не приходится. Но раньше я покупала их по 50 рублей за килограмм. Вот эта вот штука, да, вместе с ребрышками. А тут получается, по-моему, 230, если я не ошибаюсь, Танзила мне написала окорочка 230. Вот она вместе с ним, и получается 230 у нее, это тоже. Ну, для нее выгодно, но, конечно, для покупателей это не очень выгодно.
Вот так вот. И не знаю, вот я выгодно ли брать курочку или выгоднее брать вот так вот. Вот сейчас купила вот так вот частями. В следующий раз я на интерес куплю такую хорошую большую курочку и посмотрим, выгодно ли покупать. Я знаю, что невыгодно покупать вот так вот в разделке, но вот именно когда нужна грудка, когда нужны отбивные, вот в этом случае выгодно или нет. А так для себя дома, чтобы покупать именно когда нужна просто курочка, разделанную невыгодно, она по-любому они наценивают на нее. Вот. Значит, до того, как на косточке это было 10 килограмм, без косточки получается 7600. Вот я 3200 заплатила за 10 килограмм, разделила на 7600, получается 421 рубль. Обходится мне килограмм вот этой вот грудки. Вот. В следующий раз посмотрю, выгодно или нет. И сверим. Но мне кажется, все-таки выгоднее покупать целую курицу, чем разделанных. В любом случае. Это мое мнение. Ну, когда-то же надо и это попробовать, да? Вот так вот. Теперь это у меня пойдет сразу же пока в морозилку. Конечно, хорошо было бы сейчас же разделать, но нет времени. Ну, ничего, по-любому она не размороженная, не замороженная, она свежая. Один раз заморозили, потом разморозим, сразу приготовим и отправим. Сегодня просто нет времени с ней возиться мне. Это все сейчас пойдет в морозилку. Так, это тоже пойдет в морозилку. Не буду я ее мариновать, потому что не знаю, вдруг мне пригодится мясо на фарш, поэтому мариновать не буду. А крылышки просто замариную и, скорее всего, завтра приготовлю их. Вот так вот, друзья. Сейчас разберемся с этим. Крылышки и эти тоже вместе замариную, наверное. Так, ну грудку огурчка все положила в морозилку. Так, теперь это, ну, замаринуем, что есть под рукой маринад. Посмотрела, оказывается, у меня мед закончился. Вот буквально недавно покупала я литр меда, но с этими простудными заболеваниями мы эту банку уже съели, надо будет покупать еще. Так, что же я еще хотела? Вспомнила, что я что-то не достала, что нужно туда добавить. А, вот соевый соус. Немножко соевого соуса тоже добавлю. Так, ну вот что у меня есть, то и достала. Короче, это немножко такая кисло-сладкая такая приправа. Немножко добавим. Это у меня адыгейская соль. Так, хочу добавить вот такую вот курицу на углях приправа. Немножко всего, понемножку, короче говоря. Посмотрим, что из этого получится. И горчицу. Так. Вот такая без горки столовая ложка. Потому что в этой приправе есть соль, в этой приправе есть соль. Поэтому много добавлять не будем. В соевом соусе тоже несколько ложечек. Так. Немножко растительного масла. И разбил у меня ибрашка масленку, которая была мне это дело и куплена с этой солонкой. Мне она так нравилась. Но вчера он уронил мне ее и разбил. Жалко. Так, немножко горчицы добавлю. Соусов, маринадов для крылышек есть много. Ну и сегодня так, как я сказала, сделаем из того, что под рукой просто. Просто, чтобы закинул в духовку. Пожарила. Вообще я делала как-то как KFC, тоже нам очень понравилось. Вот немножко этого. И немножко этой специи. Она тоже такая пахучая, ароматная. Тоже нравится мне эта приправа. Ну, пусть будет там чайная ложка, да, такая. Тут я вижу куркума, все такое. А, еще, девочки, сейчас рассыпала, как всегда. Паприку, чтобы это все было красным. Так, я общаюсь, я разговариваю, я показываю. Оказывается, я не снимала. Так, ну, короче говоря, вы поняли, все я это при вас положила. Единственное, добавила паприку сюда еще. 2 такие хорошие столовые ложки. Вот тоже мне, как
как я это пропустила. И все это перемешала, короче, вот так вот, все. А я мешаю, общаюсь, массажирую курочку и общаюсь с вами. Все, короче, это сейчас постоит часок и в морозилку. Так, а я разговаривала насчет овощей, но сейчас я овощи занесу и, наверное, уже с овощами буду об этом вам говорить, мое мнение. Сейчас посмотрим. Вспомню, что говорила. Так, ну вот, мои дорогие, покажу вам теперь покупочки из, ну, тоже можно сказать, из онлайн-магазина, да? Так, я курочки мариновала и с вами общалась. И там про это говорила, сейчас повторю, потому что я не снимала. Только что забежала Танзила. Бумажку даже не брала. Принесла Твикс, принесла вот эти вот орешки, забежала, ехала с Назрани, ей нужно было что-то у нас забрать. Так, ну вот, она тоже немножко тут понахватала всего и побежала дальше. Покажу вам мои покупки. Вот, смотрите, какую айву я купила. Пахнет безумно вкусно. Хочу варенье. Будем с вами варенье варить из этой айвы. Тут 10 килограмм. И стоила она 120 рублей за килограмм. Так, значит, что еще я купила? Значит, купила я гранаты. Вот такие вот, очень сладкие, вкусные. 150 рублей за килограмм. Тут 5 килограмм было, но еще сразу, когда только привезли, Мадина попала с детьми, ей дала. Сегодня еще и Танзилка, то я только что сказала, забежала, тоже по 2 штучки взяла. Купила фейхоа. Я в этом году, в принципе, варенье сварила мало, но хотя у меня варенье мальчики и кроме малинового и клубничного и не очень-то любят. Но фейхоа у меня любит старший сын. Вот, в этом году еще не делала. Конечно, это очень дорого сейчас, но 3 кило все равно взяла. И, конечно, оно не такого прям уж шикарного вида, но делать нечего. Если бы я знала, что они будут вот такие, вот, может быть, я и не брала. Но купила, делать нечего, 3 килограмма, 320 рублей за килограмм. А осенью они у нас были за 150. У меня просто не было времени купить и обработать их. Ну, купила апельсины. Честно скажу, апельсины не знаю в какую цену. Тоже и детишкам по одному апельсину дала, и Танзила один апельсинчик унесла. Тут было, точно не помню, то ли 2, то ли 3 килограмма. И про цену их не скажу. И не скажу за зелень, сколько стоит, потому что не спрашивала ее. Вот купила вот таких вот 2 пучка зелени, петрушки. Она мне нужна, потому что я у другого поставщика купила болгарский перец и капусту. И купила у нее чеснок. Вот такой вот чеснок. Так, тоже точно не могу сказать, сколько заплатила за чеснок, потому что я ей сказала, что нужно, и общую сумму подбила. И, друзья, хочу сказать, что вот если, знаете, вроде бы так получается, что я как бы рекламирую, что нужно покупать именно в интернет, ну, в этих онлайн-магазинах, да. Нет, по большому счету, конечно, лучше поехать самим и купить, и выбрать, и посмотреть, и уже и качество какое, и по цене. Например, я в 2 группах WhatsApp вошла в 2 группы, где продают овощи и фрукты. И вот смотрю, они же закидывают каждый день стоимость своих вещей, ну, своих овощей, своих фруктов. Смотрю, что-то у нее дешевле, что-то у него дешевле, да. То, например, айва у нее стоила 120 килограмм, а у той 135. Вот на 15 рублей разница. Капуста, например, пекинская, у нее стоит 80 рублей, а там у них 70 рублей или 75, точно не помню. Вот так, что-то разнится, что-то у них дешевле, что-то у них дешевле. Поэтому, мне кажется, знаете что, лучше, конечно, если есть время, если все, поехать на рынок, то, что у нее дешевле взять, у нее, например, то, что у него дешевле у него, и вот так вот, и уже можно сэкономить, ну, кому это нужно сэкономить, да, но просто вот так вот эти магазины с доставками на дом, конечно, доставка тоже платная по тарифу такси, это выгодно, например, тем, у кого маленькие дети дома, кто не может поехать, или, например, ну, вот нужно чисто вот 10 килограмм айвы, да. Из этих 10 килограмм айвы ехать, время терять, все равно и на дорогу терять. Походу заказал, все, они тебе привезли, и ты не теряешь время. Ну, кто живет далеко, по крайней мере, вот кто живет в селах. Ну, кто живет, конечно, в городе, на Назрани, он быстро заскочил, купил,
привез. А вот кто уже живет в селах подальше, ну вот так вот, вот так вот. У кого не получается поехать, например, как мне. Поэтому вот так. А по большому счету, да, конечно, лучше поехать, лучше выбрать, посмотреть, прицениться. Я обычно, как когда езжу, я причем даже на утренний, ранний рынок же езжу, вы сами знаете, я сначала полностью обхожу все ряды, все где, как, сначала спрашиваю цены, только потом начинаю покупать, уже запоминаю, где у кого было дешевле, а где у кого может быть и не дешевле, но товар лучше, и вот так вот покупаю. Ну вот как-то так. Так, а вот это у меня уже вот следующая покупка тоже через интернет-магазин, да. Вот заказала я им капусты, вот это вот 4 вилка и болгарский перец. Ну, я спросила, есть ли местные, вот они мне прислали, но, к сожалению, я, наверное, сама виновата. Я не сказала, что мне не нужен такой крупный. Вот он слишком крупный, он не очень красный. Вот хотя бы вот такой бы было бы здорово. Но этот, некоторые из них прям огромный. Ну ничего, я буду, значит, что-то делать из него в нарезанном виде. Я специально купила зелень. И если успею, боюсь, что я не успею что-то из него сделать. Потому что все у меня идет не по плану. Вот так, вот такие вот мои покупки. Да, болгарский перец у нас на данный момент такой местный стоит 150 рублей. Капуста, вот у него капуста стоила 30 рублей. А вот у той девочки, которую я покупаю, 27 рублей. Вот, ну вот так вот разнятся цены, мои дорогие. Так, хочу вам показать, что мне утром принесла Мадина. Я вам говорила, что она ко мне заскочила буквально на минутку по делам. Они, я не знаю, говорила или нет, они строятся уже, по-моему, говорила в том ролике. Они, ну, родители мужа живут здесь, в селе, недалеко от меня. Буквально, если идти пешком, то полчаса ходу. Прямо, можно сказать, практически мы живем на одной улице, но нужно перейти дорогу. И они уже, ну, уже месяц с лишним, наверное, потихонечку закладывают фундамент под строительство дома и частенько сюда приезжают, чтобы поработать. Поэтому вот заскочила. И из-за того, что она мне на День матери не подарила ничего, принесла небольшой подарок. Она у нас сейчас устроилась, можно сказать, на работу в компанию Greenway. И теперь всех нас подсадила на эту компанию. Не знаю, но то, что я попробовала, я вам скажу. Вот, говорят, что это экологически чистые продукты. Ну и тут вот записочка такая. Так, просто с любовью и заботой. Пусть поводов для улыбок у тебя будет как можно больше. Но когда она только начинала, она, конечно, очень много чего просила, чтобы я и Тензила у нее покупали. Ну, то, что я купила тогда, это было хозяйственное мыло, я у нее купила. Вот такое вот, она сейчас от себя принесла. Оно прям пахнет мятой. Покупала я у нее вот такое вот мыло для посуды. Тоже очень хорошее. Очень даже хорошее. И это, друзья, не думайте, что это для рекламы. Так, и я сейчас специально занесла крема, которые я у нее купила сама тогда еще. Я сначала купила крем для рук. Но я опять-таки не вру, говорю вам, покупала, чтобы ее поддержать, чтобы у нее были покупочки, да? Баллы какие-то. Вот этот крем для рук я купила у нее. А мыло для посуды я у нее не покупала, она в тот раз тоже мне его подарила. И вы не поверите, я вот у меня были растресканные жутко руки, страшные. Это буквально недавно они вот приходят в себя, но это я опять начала руками тут все чистить без перчаток. Были сильно-сильно потресканные руки, друзья. Вот вы не поверите. И въевшиеся вот между щелями этих тресканий, все, что я тут делаю. Замачивала в соде, с солью, с лимоном, чего только не делала, у меня не отходили они. Буквально вот день-два я мыла посуду этим мылом. И всегда вот, когда есть минутка, и на ночь, обязательно на ночь вот намазывала вот этим вот кремом для рук.
И вы не поверите, через 3 дня у меня это все сошло. Руки буквально вычистились. На второй же день они у меня были чистыми. Это я сейчас еще не пользуюсь. Несколько дней этим кремом не пользовалась, и поэтому опять появились трещины. Потому что, ну, не могу я в перчатках даже мыть газовую плиту. Конечно, это плохо, но вот так. И все вот эти вот щелочи меня руки все-таки разъедают. Вот. Вот то, что я могу посоветовать вам с чистой душой, этот крем, это хозяйственное мыло. Вот кто со мной в WhatsApp, ну, кто смотрит мои статусы, там видно, там у меня есть реклама, и там вот все это видно, как это мыло, вот Мадина сама себе купила это мыло, у нее пацаненок разлил бутылочку йода на матрас. И вот она этим мылом отстирала это пятно. Очень хорошо. И я сама, в принципе, вот носки грязные, очень сильно такие загрязненные белые носки. Все это вот немножко намылю, положу, идеально чистится, идеально стирается. И посуда тоже. Посуда моется прекрасно этим мылом. Так, сама вас немножко. Вот. Пенится прекрасно, и запах, ну, этого вообще запах очень приятный, мятный. И купила я себе еще крем для лица, увлажняющий. А нет, видите, я неправильно говорю. Крем для рук этот, а это крем для лица. Не прочитала. Вот, увлажняющий крем для лица. Тоже просто превосходный крем. Ну, после того, как делать омовение, обязательно у меня тянется кожа, поэтому пользуюсь этим кремом. А потом я хотела заказать у нее крем для стоп, тоже увлажняющий, ну, потому что все-таки у сельских жителей частенько трескаются пятки, и у меня в том же числе. Ну, на этот раз Мадина мне его просто от себя подарила. Вот такой вот крем для стоп, говорит, очень хороший, и говорит, что у них еще есть масло для пяток, тоже очень хорошее. И, конечно, сейчас кто-то будет писать, что это реклама или еще что-то. Ну, раз моя дочка этим занимается, почему бы не прорекламировать, вдруг кому-то надо будет, да? Так, подарила она мне вот такую вот губку. И как она говорит, это то, чем я пользуюсь, и что этим я довольна. Она мне подарила вот такую вот губку для мытья посуды. Говорит, что ее не надо полгода, один раз только нужно менять. Посмотрим. Тут я уже не могу вам ничего сказать, потому что я ею не пользовалась. Вот. Дело в том, что, как она заявляет, мол, мама, эти губки, говорит, почти каждый день, в действительности мы их меняем, их же нужно менять часто, каждый день, через день губка все равно меняется. Она говорит, сколько этих губок, сколько этих всего, мол, приходится выкидывать, а это все, мол, не гниет. Короче, она мне начала все это говорить, ну, поэтому я сейчас не буду. Так, а это вот полгода один раз только выкидывается. Вот так вот, не знаем, посмотрим. И вот такое вот полотенчико она мне купила для кухни. Тоже, они говорят, очень хорошо. Девочки брали. И у Танзила взяла его уже давно тоже. Мама говорит, полотенце, говорит, просто превосходное. Ты не пожалеешь, если купишь. Но я его не купила. Опять-таки мне его Мадина подарила. Тоже, говорит, очень хорошо впитывает воду. И прям очень довольна этим полотенцем. Конечно, может показаться, как и мне, что это дороговато, конечно, по-любому. Но уже когда, как Мадина вчера мне говорит, мама говорит, так и так, когда мне объясняет все, Мадина, я говорю, ну, для человека, как я говорю, это будет дороговато, потому что мама говорит, ну, потом, говорит, все-таки то, что выгодно, потом человек поймет, когда начнет пользоваться. Я говорю, ну, до этого тоже надо как-то дойти. Так что вот так вот. Самое главное, что, да, говорится, что это экологически чисто, все без химии, без ничего, что губку тоже не надо никакого моющего средства применять с ним, если только вот это вот мыло, специальное мыло для, ну, их фирмы, да. Ну, не знаю. Так, ну, только что позвонила я дочке своей, вернее, написала, что, чтобы я точно могла сказать, да, она говорит, что доставка бесплатная, даже, говорит, точно не знаю, не во всех регионах, но в большинстве случаев даже есть, по-моему, бесплатная курьерская доставка. Так что можете заказывать с любой точки нашей России, чтобы вам доставили. Вот. Ну, если что, извините, что я рекламирую и эту компанию, и то, что я хочу. Вот. Единственное, что я просто хочу помочь своей дочери.
Ну и, конечно, я плохое на данный момент, я вам ничего плохого не рекомендую. Это все очень качественное. Я вот, положив на сердце руку, говорю, что вот все, что сейчас на столе, кроме вот этой губки, это я еще не знаю. Полотенце уже моя дочка и ее родные сказали, что она очень хорошая, поэтому могу тоже точно сказать. Это все, вот кроме этого, да, крем для ног я еще, нет, вот крем для стоп тоже я еще не пробовала, но это очень хороший. Так что вот так вот, друзья. И, друзья, между делом у меня тут идет процесс работы заказов. Здесь, как видите, у меня я не стала убирать. Пока варилась голова и ножки бараньи, я делала холодец. У меня были, отваривались еще с утра ноги говяжьи уже. И будем делать тоже холодец. А сейчас я буду отправлять баранью голову. Уже все, такси я вызвала. Сейчас мы все это запакуем и отправим. Так, сейчас я достану голову из бульона. Ну, не стала снимать этот весь процесс, друзья, чтобы это было у меня побыстрее, как бы, да. Когда-нибудь сниму. У меня заказы идут на этот деликатес, можно сказать, подряд даже. Вот сегодня голова, завтра, послезавтра. Процесс, конечно, их чистить очень нелегко. Тем более у меня сын на работе, он практически не успевает это делать. Так. Теперь немножко видно, ну я положу, будет видно. Так, вот такая вот голова барашка. Вот так вот. Нитки не буду снимать. Ну, завязывается, чтобы мозги не вытекали, как бы, да. Так, теперь положу галушки кукурузной муки. Вот так вот. Так. Ага, дверь открыли, и коты здесь. Я им не разрешаю, конечно, заходить, когда я что-то готовлю на заказ. Так, оказывается, опять не снимала. Ну, короче, девочки, я голову немножко приподняла, положив 3 даже ножки вниз, чтобы было видно, что это голова, как бы, да. Так, наверное, вот сюда положу одну из ножек. Так, это нижняя челюсть, как бы. Косточки я сняла оттуда. Так. Так. Это язык. Так, положила язык. Тоже деликатес. Почистила его. Так, теперь картошечку положим. Вот так вот отварную. Мне нравится именно вот с ножками, с головой. Некоторым она не нужна, конечно, но я люблю. Отварная картошка. Макать ее. Вот я сейчас просто ставлю чеснок. Он не разбавленный, а они уже себе разбавят бульончиком. Я бульон тоже налью. И уже вот туда макать картошку, туда макать галушки. Это очень вкусно получается, друзья. Так. И немножко зеленушки. Так, я ее уже помыла. Продекорируем зеленушкой. Чтобы было более красиво и эстетично. Ну, когда будут подавать на стол, они нитки, конечно, развяжут. Все это нарежется. И будет красиво. И самое главное, это все очень вкусно и очень полезно. У нас перестали есть эту еду. В действительности, вчера мне моя сноха пишет: это кто у тебя так много заказывает, кто их не ест, их же уже никто не ест и выбрасывает. Да, последнее время в основном, когда режут баранов дома, даже когда режут, выбрасывают, хотя нельзя этого делать. Просто сейчас нынешняя молодежь не умеет их чистить, осмаливать.
поэтому и выбрасывают. Вот, а так это очень вкусно. Ну, конечно, кто не привык к такой еде, она будет невкусной. Но, не знаю, мне нравится. Конечно, это блюдо не на каждый день. Надо просто соскучиться по этому блюду, да, вот полгода один раз, ну, 2-3 месяца один раз приготовить, покушать. Самое то. Так, вот так вот. Вот понемножечку подключаюсь к вам. Сейчас уже машина на подходе, мне сказали. Так, крышка, это тортница перевернутая. Крышка, конечно, туда не пойдет. Я ее закрою фольгой. Так, сейчас, интересно, микрофон мой дотянется? Нет, сейчас сниму микрофон. Так, ну все, теперь запакуем быстро. И вперед. Ну, сейчас я сниму просто без этого, наверное, на аватарку свою. Так, девочки, отправляю вот такой вот заказ. Баранья голова. Ну, комплект, как всегда. Ножки, чеснок, картошечка. Тоже заказ вот такой вот очень вкусненький наш деликатес. Сейчас быстренько запакуем. Машина ждет. И отправим. Ну, дальше я вам покажу потом. Вот так, друзья. Конечно, когда идет заказ, когда делается заказ, снимать бывает очень мало времени. Потому что иногда раз какое-то слово не так скажешь или что-то не то. Переснимать дубли уже никак не вариант. Поэтому вот когда есть с запасом время, я буду снимаю. Но когда вот спешу, то уж так. Вот так вот отправляется он. Плива. Нахи, возьми номер, отдашь таксисту. Так, сейчас я тебе покажу. Сейчас, минуточку. Так, выключи, пожалуйста, камеру. Так, девочки, я вам говорила, только что отправила заказ баранью голову. Я вам говорила, что Мадина в День матери не смогла мне подарить там в тот день что-то, хотя я прошу их не дарить, не тратиться, но они тем не менее, не знаю, с ума сходят. Вот только что я вам еще в этом же ролике показываю, что я вот овощи у одной девочки покупаю, да. Я как раз снимаю ролик, показываю голову, и Дивер мне говорит: Лела, там кто-то зовет тебя, женщина какая-то. Останавливаю съемку, ждет меня таксист один. Выбегаю. Она говорит: вот я принесла доставку. Ну вот показывает, ну не показывает, уже даже выгруженная стоит. Я говорю: от кого, что это? Она говорит: от твоей дочери. Она говорит: выключила телефон, что знаешь, что ты будешь. Я говорю: к чему это все? Она говорит: я не знаю, к чему. Короче, телефон у моей дочери выключен, но она еще получит свое. Прислала вот такую вот корзину, представляете? Ну вот зачем тратиться, девочки, честно, я вам скажу, я не знаю. Вот, ну вот идет у человека стройка, экономить надо, нет? Ой, мамочки. Ну, давайте смотреть, что тут. Это отдельный пакет, видимо, это овощи. Пекинская капуста. Вот. Помидорчики и огурчики. Помидорчики 250 рублей у нас уже стоит килограмм. И лучок. Ну вот надо было ей это делать. Вот скажите, пожалуйста, зачем? Не хочу, чтобы дети на меня тратились. Честно вам скажу, вот не хотелось бы сейчас тратить, чтобы они тратились. И вот смотрите, ну тут все. И виноград, и ананас, и кокос, и манго, и бананы. Открывать не хочется, хотя можно вот с этой стороны. И вин, все, короче, тут чего тут только нет. Я, правда, не смотрела сама, но сейчас посмотрим. Видите, она... Ой, так, оказывается, у меня не снимает иногда, потому что переполнена была память на телефоне. Так, ну, ладно, смотрим, что тут еще, да? Боже мой. Это же все очень дорого, представляете? Даже лаймы положила, авокадо, гранаты, яблоки, апельсины, мандарины, бананы, груши. Ну вот что с ним будешь, с ней будешь делать, а? Ну ладно. Они должны завтра приехать. Вот завтра с малышами и поедим.
наверное. Скорее всего. Все, больше нет ничего. Ну, то, что я назвала. И помела еще. Вот. Голубика. Представляете, сколько всего. Ну, что теперь поделать? Сказать только спасибо и все. Конечно, я ее поругаю. Включит телефон, я ее отругаю хорошенечко. Ну, а так дался адут. Вот так вот, друзья. Но на этом ролик получился совсем не такой, как я собиралась сделать, ну, как есть. На этом, друзья, я закончу, наверное, этот ролик. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш Тахалч.